школы, по 2-3 учащих. Да, по 2-3 учащих, а бывает, что и нет вообще классов, да? Вот в каких условиях наши учителя работают. И какие учителя работают. Вообще у нас потребность в педагогических кадрах очень большая. Не хватает учителей математики, физики, химии, биологии, то есть по всем предметам у нас нехватка идет, особенно по математике. Вот сейчас Инга Шутьевна не даст мне соврать, за последние 10-15 лет около 2000 дипломов лежат в ВУЗ, потому что молодые люди, заканчивая университет, не идут в школу. Да, должны 2 года отработать. И они говорят, ни ваш диплом не хотим, ни школу не хотим. В чем проблема? Проблема низкий в том, уровень что заработная плата. Вот тут вот Лилия Шамильевна озвучила, что малый заработок, да, у людей, точно так же у учителей. Есть факты, вот в Скворчине молодой парень ездит каждое утро в 10-ю школу, учитель математики, и обратно вечером. Вы представляете? А он не семейный, а он семью должен создать. И вот пока заработную плату не поднимут учителям, пока престиж учителя не поднимут, авторитет учителя, я думаю, что школы не будут идти. Поэтому эти вопросы, наверное, нужно решать вместе вот с экономическим развитием. Без этого в будущем некому будет преподавать в школах. Вот я каждому учителю говорю, хотя бы воспитайте одного учителя по своей специальности. Иначе в будущем у нас не будет преподавателей. Вот мы когда проводили олимпиаду по математике, я спросила у детей, кто идет на физмат. Подняли руки. Я говорю, педагогами пойдете? Нет. Да, вот они хотят войти с компьютером. Да, компьютер. Я говорю, а кто ваших детей будет преподавать? Вы об этом подумали? А один из ребенок в 9 классе, он говорит, значит, сами будем их обучать. Вот, так что вот над этой проблемой надо думать. Вот в этом году по городу даже многие учителя ушли в сентябре, в октябре месяце. Почему? Заработок маленький, а дома репетиторской занимаются, они больше зарабатывают. Поэтому очень большие проблемы в образовании. Прежде надо решить вопросы с кадрами. А вот на педагогические специальности кто идет? Самые слабые, которые не могут дальше учиться. Да? А фундамент в начальной школе, если преподаватель слабый придет в школу преподавать, и чему же он научит? Какой будет фундамент у ребенка? Вот вы говорили, чтобы ваши дети там развивались и так далее. То есть вопросы кадров, вопросы нужно решать. А как решать, это уже, наверное, правительство должно об этом подумать. А мы контролируем, насколько это можем, помогаем учителям методически и так далее. Но и в министерстве у нас не хватает специалистов. Точно так же и в районных отделах образования, потому что не хватает специалистов. Зарплаты нет, поэтому. Спасибо всем, что вы столько трудились над этим исследованием 10 лет. Дай Бог, чтобы все ваши вот эти труды оправдались. И чтобы был результат. Спасибо большое.